Продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». Вадим Осадченко в студии. Рад приветствовать у нас в гостях заместителя министра науки и высшего образования Российской Федерации Константина Ильича Могилевского. Добрый день. Добрый день. И Сергей Юрьевич Волков, новый ректор Кыргызско-Российско-Славянского университета в Бишкеке. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы уже естественным образом освещали тему, о которой мы сегодня будем говорить, о том, что Кыргызско-Российский славянский университет продолжает положительную динамику изменений. В связи с этим, наверное, я первый вопрос, Константин Ильич, вам задам. А какую, собственно говоря, роль играет Кыргызско-Российский славянский университет в развитии сотрудничества Кыргызстана и России? Вы очень точную формулировку выбрали, сказав о положительной динамике. Да. Действительно, есть динамика, и мы вместе с нашими коллегами из Министерства образования и науки Кыргызской Республики стремимся к тому, чтобы эту динамику создавать и ее поддерживать. Вы знаете, что чуть больше года назад было принято решение о модернизации КРСУ. И та команда, которая на протяжении достаточно долгого периода возглавляла, мы ее поблагодарили, и она уступила место следующей команде именно в связи с необходимостью придать новый импульс развитию университета. Мы рассматриваем его как флагман нашего научно-образовательного сотрудничества и в целом гуманитарного сотрудничества наших стран. КРСУ – это точка входа в Кыргызскую республику лучших практик, лучших технологий российского образования. Так должно быть. И так было, и не случайно многие уважаемые государственные деятели Кыргызской республики, общественные деятели, сотрудники самых разных организаций, государственных организаций и бизнеса в свое время окончили КРСУ. Но время идет, и нужно, чтобы университет отвечал самым современным требованиям. Нужно, чтобы его выпускники были востребованы на рынке труда. Нужно, чтобы их расхватывали сразу после окончания университета. Вот в чем задача. Давать самое качественное, самое современное образование. Для этого университет должен меняться. И, конечно, нужно улучшать материально-техническую базу. Она в незавидном состоянии, скажем так. И для нас очень важно и очень ответственно то, что президент России принял решение, дал поручение о строительстве нового кампуса. А кампус – это целый университетский городок. Это не просто стены, это новая университетская среда. Это новое качество жизни в университете. Это новая лаборатория, новое общежитие, новая жизнь. И поэтому та команда, которая пришла на смену команде ректора Нефадьева под руководством Дениса Валерьевича Фомина-Нилова, она свои задачи первого этапа выполнила, но сейчас, когда у нас есть решение президента России о строительстве кампуса и решение президента Киргизии о предоставлении университету особого статуса, это требует уже других навыков, других компетенций от управляющей команды. Поэтому в соответствии с заключенным в прошлом году межправительственным соглашением мы приняли решение о назначении исполняющего обязанности ректора КРСУ Сергея Юрьевича Волкова, который со своей командой за последние годы добился очень заметных результатов в Магнитогорске, большой город на Урале. И те задачи, которые приходилось там решать этой команде, они во многом схожи, во многом коррелируют с теми задачами, которые нужно будет решать здесь. Поэтому работа эта непростая, но цели очень амбициозные. Вуз, который создан двумя государствами, братскими государствами, Россией и Кыргызской Республикой, по определению не может быть в отстающих. Это должен быть лидирующий университет. В этом
основная задача. За это мы будем спрашивать с новой управляющей команды. Спасибо. Сергей Юрьевич, чтобы вы долго не ждали, я тогда следующий вопрос вам адресую. А какие приоритетные направления, собственно, развития Кыргызско-Российско-Славянского университета вы видите на ближайшие годы? Спасибо. Хотелось бы поблагодарить за оказанное доверие Константина Ильича и команду Миноборнауки. На самом деле для нас это важно. И важно то, что наши проекты, которые мы реализовывали, были замечены. Начиная от небольших проектов, геометрической прогрессии, разрастаясь. Кыргызско-Российский славянский университет с 1993 года порядка 30 тысяч выпускников подготовил. Это разная география у этих выпускников. Это и представители бизнеса, и представители власти. Важный вуз, как сказал Константин Ильич, важный братский университет, находящийся в дружественной стране. Направлений достаточно много на сегодня у университета. И, знаете, важно отметить целостность вуза сегодня. Целостность заключается в том, что у университета есть и школа, есть колледж, есть достаточно большое количество факультетов и институтов. И считаю, что самое важное в этом университете – это люди. На людях держится весь университет, и важно уровень подготовки сохранить и приумножить. Мы рассчитываем на поддержку коллектива, мы рассчитываем на поддержку сотрудников. Есть определенные вопросы сегодня у коллектива, мы это понимаем. Ровно поэтому мы будем работать 24/7 и в онлайне в том числе, для того, чтобы на эти вопросы можно было оперативно отвечать. Так скажем, завоевать доверие нового коллектива. Да. Для нашей команды это важно. Что касается новых направлений, да, безусловно, мы будем развивать и предуниверсарий, и хотелось бы, чтобы предуниверсарии в виде школы и колледжа были встроены в образовательные программы высшего образования, при этом сохранялась бесшовность этих направлений, которые позволят ускорить процесс обучения. Конечно, мы усиленно работаем сейчас еще в 2 направлениях по высшему образованию. Это учеба с выдачей двойных дипломов. Такая работа ведется с коллегами, представителями Россотрудничества. Также мы работаем в направлении сетевых образовательных программ, когда 1 и 2 курс ребята будут обучаться непосредственно в КРСУ. 3, 4 более профильные курсы в Российской Федерации. Такие сетевые программы мы тоже сейчас детально прорабатываем. И знаете, что хотелось бы отметить? Мы не любим лозунги и громкие слова. Коллектив и сам все увидит по первым небольшим победам. А дальше перейдем к большим, надеюсь, к строительству кампуса и к его вводу в эксплуатацию. Сергей Ильич, Константин Ильич сказал, что у вас уже такой хороший опыт на предыдущем месте работы. Я в связи с этим вот что хочу спросить. А скажите, приходилось ли уже сталкиваться с тем, что высшее образование, да, современное, оно требует каких-то, я не знаю, открытия новых направлений, может быть, да? Может быть, модернизации старых. Может быть, приходится часто или не часто, но приходится отказываться от каких-то изживших себя уже практик, направлений. Что вы вытащили из этого предыдущего своего опыта? Да, безусловно, новые направления – это важно и нужно. И никто сегодня не говорит, что традиционные направления, они тоже как-то устарели. Да, конечно. Советская школа, она на то и советская школа, устойчиво стоящая на ногах, и это мощный фундамент. Но, да, есть новые направления, это и искусственный интеллект, и робототехника, над которыми нужно и важно работать. Но в первую очередь нам бы хотелось посмотреть научные школы, более детально подойти к ним, услышать мнение коллектива, как они видят свое развитие, потому что студенты, сотрудники ППС – это, как бы это ни звучало, но это соучастники процесса развития вуза. Невозможно это делать ректору и команде, нужно это делать всем коллективам. Поэтому, да, безусловно, мы это обсудим.
И думаю, что в обсуждении эти новые направления появятся. Угу. Я бы добавил пару слов. Действительно, в чем состоит искусство управления в сфере образования? Это же очень консервативная, на самом деле, отрасль. Ну да. И не сильно поворотливая, да, с виду? Конечно, и это правильно. Потому что хорошее образование – это, конечно, школы, научные школы, это кафедры, которые складываются иногда десятилетиями. С одной стороны, это так. А с другой стороны, мир быстро меняется. И мы не можем от этих изменений отстать. Наоборот, высшее образование – это же про будущее. И люди, которые учатся сегодня, которые поступают в университет, они через несколько лет выйдут на рынок труда, и мы, когда их принимаем в университет, мы должны уже думать о том, каким этот рынок труда будет через несколько лет, какой будет экономика. А люди в университет идут. Вот сейчас прошла приемная кампания, она, кстати, прилично очень прошла, и в этом заслуга команды ушедшей. Сейчас более 2500 человек поступило в университет, это очень прилично. Общая численность студентов университета порядка 7500. Вот 2500 поступило сегодня. И, конечно, у этих людей есть ожидания. И большинство из них, уверен, подавляющее большинство, идут в университет не за дипломом как таковым, а идут за знаниями, за навыками. И нужно вот ответственность чувствовать перед ними. Ответственность перед народом, перед обществом. И что касается новых и старых специальностей, здесь очень правильно Сергей Юрьевич отвечает на этот вопрос с осторожностью, потому что нужно все-таки не руководствоваться только первыми впечатлениями, а внимательно посмотреть, поговорить с людьми. Но что можно сказать? Мы в этом году по договоренности, можно сказать, по просьбе наших коллег, товарищей из Министерства образования и науки Кыргызской Республики открыли педагогические направления подготовки. Угу. Очень нуждается страна в учителях. Вот 50 человек первых приняли на бюджет. Думаю, что дальше будем расширять это направление. Нужно поддерживать и развивать традиционно сильные направления, которые реализуются в университете. Это, конечно, медицина, в том числе педиатрия. Это инженерно-технические направления подготовки, такие не особо сложные. Для сложных, как сказал Сергей Юрьевич, лучше развивать программы двойных дипломов. Но, тем не менее, это тоже, чем университет славится. Поэтому вот этот баланс, его, конечно, новая команда при полной поддержке министерства будет соблюдать между хорошо зарекомендовавшимся старым и необходимым новым. А скажите тогда, пожалуйста, есть ли какие-то результаты анализа о том, куда вообще поступают чаще всего выпускники из Кыргызской Республики? И какие перспективы в связи с этим у российско-кыргызского сотрудничества в сфере высшего образования? Ну, если мы будем говорить о тех, кто решает получить российское образование не здесь, не в Бишкеке и не в филиале РГСУ в Аше, тоже, кстати, приличный такой филиал, где можно такое качественное, в основном, юридическое образование получить. Больше 1000 человек там учатся. Заметный университет, участвующий в формировании образовательного ландшафта южной столицы Киргизии. А так, порядка 16 000 студентов из Кыргызской Республики каждый год учатся, постоянно на каждый год из последних лет учатся в России. По этому году еще статистики окончательно нет, но я думаю, что будет даже немножко побольше, чем 16 000. Это потихоньку растет цифра. Угу. Конечно, это большие московские университеты. Это и университет дружбы народов, и Высшая школа экономики, и МИСИС. Из региональных я бы в первую очередь Нижегородский педагогический университет имени Козьмы Минина обозначил бы. Люди едут в Россию за хорошим образованием и используют для этого разные механизмы. Можно поступать по квоте, которую Россия предоставляет Кыргызской Республике. В этом году это было 700 мест. В дальнейшем
допускаю, что эта квота будет увеличиваться. Можно поступать на равных с гражданами Российской Федерации правах, сдав ЕГЭ или дополнительные вступительные испытания в ВУЗ. Ну и можно поступать на контракт, на платное образование. Многие такой возможностью тоже пользуются. Что важно для нас? Важно, чтобы эти люди были бы потом востребованы у себя на родине. Перед нами не стоит задача выкачать из экономики Кыргызской Республики лучшие мозги самых талантливых ребят и забрать их себе в российскую экономику. Нет, хотя для тех, кто выбрал такой путь жизни, тоже все дороги открыты. Но нам бы, конечно, хотелось, чтобы люди, получив хорошее образование в России, были бы востребованы у себя на родине, и в этом мы видим вклад нашей отрасли высшего образования в развитие российско-кыргызских отношений. А вы можете сказать, какие направления, собственно, являются приоритетными тогда для развития? Люди выбирают и инженерные направления, и медицинские, и экономические. Кто-то учится на других гуманитарных специальностях. Я бы не сказал, знаете, вот бывает, если смотришь на состав студентов из какой-нибудь другой страны, видно, что подавляющее большинство выбирает такую-то специальность. И это, видимо, говорит о том, что в этой стране есть такой кадровый дисбаланс, какая-то отрасль особенно нуждается в кадрах. Здесь мы видим достаточно такое ровное распределение, что, на мой взгляд, хорошо. И разные направления подготовки, разные вузы, разные факультеты. Но, кстати, много хороших университетов востребовано киргизскими выпускниками, а это значит, что люди в состоянии туда поступить и учиться. Вот это важно. Это достаточно высокая планка, если школьник, молодой человек, девушка, которая учится в киргизской школе, хотят в перспективе поступить в такой крупный российский университет, нужно, конечно, заранее готовиться. Заранее серьезно готовиться. Ну и вот имеющиеся примеры говорят о том, что это совершенно реальный путь. Но можно далеко не уезжать, можно поступить в КРСУ, который будет развиваться. Вот решение президента о строительстве кампуса, о создании кампуса позволит, по нашим оценкам, раза в 2 увеличить численность студентов, обучающихся в КРСУ, до 15 тысяч. Общежития, которые будут построены, позволят приезжать сюда и проще решать вопрос с жильем людям из отдаленных регионов республики. Так, тогда вопрос о том, что будет сделано для улучшения условий жизни студентов, я снимаю, я уже понял. Сергей Юрьевич, такой вопрос. А университет в целом, я понимаю, что это может быть немного предвосхищающий вопрос, но, может, вы уже говорили об этом со своей командой, какие-то мысли в голове у вас, может быть, были. Университет планирует поддерживать именно научные исследования и сотрудничество с российскими научными кругами, в том числе, да, и университетскими, и, может быть, международными тоже? Да, спасибо за вопрос. Безусловно, наука – это неотъемлемая составляющая любого университета. Да. Без фундаментальной и фронтирной науки мы по образовательной части, конечно, нам сложно будет развивать вуз, но любая наука – это партнеры. И мы особое внимание, особый вектор уделяем развитию партнерских отношений нашего университета, и мы открыты к предложениям от партнеров. Мы проанализируем все договора, которые заключены по сотрудничеству и по взаимодействию, и на основании этого будем строить, возможно, новые научные треки. Но, повторюсь, нам важно увидеть те научные школы. Сегодня второй день работы. Пока, к сожалению, не удалось еще увидеть эти научные школы, но мы много анализировали информации, знаю, что они в КРСУ есть. Конечно, мы будем эти направления развивать. Тогда давайте последний вопрос я вам обоим адресую, и каждый из вас на него ответит. Вот с чем он связан. Принято
Да, это вопрос из области таких, скажем, традиционных представлений о том, что наукой и образованием должны заниматься и этот опыт передавать более, скажем так, люди старшего поколения. Глядя на вас обоих, у меня лично позитивный настрой, да, потому что я как бы отношусь к тем людям, которые считают, что вот как вы, Константин Ильич, сказали, что жизнь сейчас быстро меняется, да, и поэтому и в образовании нужно уметь как-то где-то там вовремя куда-то повернуть, да, что-то там развернуться, может быть, там передумать, переделать. То есть это более свойственно все-таки без всякой критики, да, людям более молодого возраста, таким, как вы. Но как, я даже на две части вопроса разобью, как убедить и нужно ли ту часть людей, которые считают, что нет, наука, это вот примерно как Академия наук, знаете, в эпоху Возрождения, да, как нам ее рисуют. Это вот старцы в мантиях, они вот должны... Вот только такие люди могут чего-то передать научное. И второй вопрос. В связи с тем, что сейчас образованием и наукой занимаются все-таки более молодые люди, вводятся ли именно в методике преподавания какие-то изменения? Понимаете, у меня просто есть знакомые, да, которых зовут преподавать в какие-то университеты. И они говорят, я бы пошел с радостью, но вот эта бумажная работа, которая в наследство осталась, да, так же, как в школах, в университетах зачастую, меня, говорит, претит, я как бы готов прийти преподавать, я готов делиться знаниями, я готов чего-то там продвигать, но вот сидеть, заполнять какие-то бумажки не могу. Чего-то поменялось сейчас в системе образования в связи с этим или нет? Конечно, и в системе науки, и в системе высшего образования меняется многое. Но я вам должен сказать, что наука – дело молодых. И по той статистике, которая накоплена за те сотни лет, даже тысячелетия, которые человечество занимается наукой, мы можем судить о том, что самые главные, самые серьезные научные открытия делаются людьми в возрасте до 40, а чаще до 35 лет. Это первое. Второе. Если вы поговорите с уважаемыми людьми уже старшего возраста, академиками, лидерами нашего научного мира, они вам скажут, что считают себя молодыми. Потому что наука, занятие наукой, это способ сохранить себе молодость. Вот этот интерес к миру. Собственно, до тех пор ученый эффективен, пока у него сохраняется вот эта любознательность, стремление больше узнать, которое свойственно молодым. Он в душе должен оставаться молодым. Хотя, конечно, успех любого дела – это всегда сплав молодости и опыта. И я думаю, что из этого команда исполняющего обязанности ректора Сергея Юрьевича Волкова будет исходить в работе с коллективом. Второе, третье уже. Вопрос изменения методики, вообще подходов к преподаванию. Конечно, это вопрос актуальный. Я уже говорил, почему. Потому что мир быстро меняется, экономика быстро меняется. И наша задача сегодня, это не только наша задача, это задача наших коллег по всему миру, максимально сблизить потребности экономики и возможности системы образования. Максимально сблизить, чтобы они не расходились дальше друг от друга, а сближались наоборот. Это требует в том числе и внедрения новых практик в образовательную деятельность. Больше именно практической подготовки, во всяком случае, для целого ряда специальностей. У нас здесь есть богатое наследие. И советская система образования, она славилась и выигрывала в первую очередь за счет своей фундаментальности. Да. Что значит фундаментальность? Это значит, что те знания и навыки, которые человек получил в университете, позволяют ему на протяжении всей жизни учиться и воспринимать новое. И вот еще раз повторю, что главное в управлении образованием – это, конечно, найти баланс. И здесь вот этот баланс между фундаментальностью и гибкостью, оптимальное их сочетание, оно
в каждой стране, в каждом даже регионе, в каждом университете оно свое. И здесь команда будет искать его и, уверен, нащупает. Что касается еще вопроса о молодости ученых. Россия сегодня – это та страна, где наука одна из самых молодых в мире. У нас, если мне память не изменяет, больше 44% ученых ставим на 22 год, это вот самая последняя статистика, которая есть, были в возрасте до 39 лет. Это очень здорово, и динамика очень позитивная. Поэтому здесь есть возможности для сотрудничества, для взаимодействия, не только в тех отраслях, где сегодня это сотрудничество развивается, а это, в первую очередь, конечно, изучение природы, природных явлений, геодинамики, сейсмическая станция здесь хорошая работает еще с советских времен. Перспективы здесь самые разнообразные, то, что нужно не лениться и с интересом относиться к тем возможностям, которые открываются сегодня, в том числе благодаря такому тесному сотрудничеству России и Кыргызской Республики в области науки и образования. Спасибо, Сергей Юрьевич. Просто что-то добавить, да, я хотел, то есть можете просто сказать, вы за кого в этой ситуации? Вы знаете, я за слияние молодости и зрелости. 21 год, когда я стал помощником проректора, у меня всегда шел со мной путь учитель. Он до сих пор работает в университете, да. Ему уже достаточно много лет. И уезжая, я ему сказал спасибо и сказал, что вот это слияние молодости и зрелости дало очень хороший результат и очень хороший импульс развития. Я думаю, что это хорошая практика. Вы сказали про преподавателей, про их нагрузку, загрузку, да. Бумажную работу. Безусловно, это без этого никак и никуда. Но наше убеждение, что преподаватель должен в первую очередь преподавать. Не считать экономические расчеты его образовательной программы. Этим должны заниматься службы, которые есть в университете. И, собственно, самый важный человек в университете – это студент. Это, как бы банально это ни звучало, это наш клиент, который пришел за определенными знаниями, которые мы ему должны дать. Ровно примерно в таком направлении мы думаем. Очень надеюсь, что в рамках этой работы это не последний ваш гостевой приход в нашу студию «Радио Спутник Кыргызстан». Спасибо вам большое. Сергей Юрьевич Волков, исполняющий обязанности ректора Кыргызско-Российско-Славянского университета, у нас сегодня в гостях. И, конечно же, Константин Ильич Могилевский, заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации. Спасибо вам большое за то, что уделили время. Спасибо. Будем вместе смотреть и участвовать, наверное, во всех этих процессах, которые нам тоже, конечно же, интересны. Очень на это рассчитываем. Спасибо.